Елисеев, Амир Залишев, ТНВ, Тетюшский и Дрожжановский районы. Сегодня стало известно, что скончался Гумер Усманов, партийный и государственный деятель. Он руководил республикой почти четверть века. Сначала на посту председателя Совета министров, а затем став первым секретарем татарского обкома партии. Телеграмму со словами соболезнования в адрес семьи Усмановых направил президент республики Рустам Минниханов. Память о Гумере Исмагиловиче Усманове, легендарном, достойном человеке, о его добрых делах, навсегда останется в наших благодарных сердцах. Глубоко скорблю вместе с вами, разделяя горечь этой невосполнимой утраты, говорится в телеграмме. Март 2012-го. Казанский Кремль. Из рук президента республики ветеран труда Гумер Усманов получает медаль за доблестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие Татарстана. Именно при нем появились Набережные Челны и Нижнекамск. Были запущены Казань-Оргсинтез, КАМАЗ, Нижнекамск-Нефтехим. По добыче черного золота регион вырвался на первое место в Советском Союзе, больше 100 миллионов тонн в год. Активно развивались и военно-промышленный комплекс, и сельское хозяйство. Ежегодно в сельское хозяйство приходит свыше 7 тысяч выпускников школ. В последние годы более 60% выпускников школ работают в родных хозяйствах. Среди школьников республики родилось патриотическое движение всем классам на селе. Он рос 8-м ребенком в небогатой рабочей семье, и вряд ли кто предполагал такую карьеру. После Чистопольского техникума механизации сельского хозяйства Гумер Усманов пошел преподавать в Усадскую школу и параллельно занимался комсомольской работой. В 1953-м он первый секретарь Высокогорского райкома БЛКСМ. А спустя 13 лет политик возглавил уже Совет министров Татарской ССР. В 34 года стал самым молодым в Советском Союзе главой республиканского правительства. Коллеги вспоминают, Гумер Исмагилович был организатором энергичным и справедливым, умел разглядеть в людях их лучшие качества.